Здравствуйте, ребята! Начинаем наш дистанционный урок русского языка и литературы. Тема нашего урока – односоставные предложения. Цели урока – повторить материал об односоставных предложениях, различать односоставные и двусоставные предложения, находить односоставные предложения по их значению, структурным особенностям, развивать умение анализировать, развивать навыки самостоятельной работы, воспитывать любознательность, чуткое отношение к слову, культуре речи. Односоставным является предложение, структурная особенность которого определяется наличием одного главного члена. В число односоставных входят предложения. Предложения, которые имеют только один главный член сказуемое. Это безличное, определенное личное, неопределенное личное, обобщенно личное. Безличное предложение. В безличных предложениях сообщается, что происходит с лицом, предметом, окружающей средой. Глагол сказуемое в безличной форме совпадает с формой единственного числа, третьего лица или среднего рода. Например, «Мне не спится», «Нет времени», «Уже смеркается», «Нам пришлось потесниться на сиденье автомобиля». Определенное личное предложение. Глагол сказуемое в форме первого или второго лица, нет форм прошедшего времени или условного наклонения, так как в этих формах у глагола нет лица. Например, «Люблю грозу в начале мая», «Беги за мной». Неопределенное личное предложение. Глагол сказуемое в форме множественного числа третьего лица. В прошедшем времени и условном наклонении глагол сказуемое во множественном числе. Стучат в дверь. Постучали в дверь. Обобщенное личное предложение не имеет своей специфической формы выражения. По форме определенно личные или неопределенно личные выделяются по значению. Два основных типа значения. А. Действие может быть отнесено ко всякому лицу. Б. Действие конкретного лица говорящего является привычным, повторяющимся или представлено в виде обобщенного суждения. Глагол сказуемое стоит в форме второго лица единственного числа, хотя речь идет о говорящем, то есть о первом лице. Примеры. Без труда не вынешь рыбки с пруда. По форме определенно личное. Цыплят по осени считают. По форме неопределенно личное. Перекусишь на привале, а потом опять пойдешь. Назывные номинативные предложения. Падежащее имя в именительном падеже. Предложение не может быть обстоятельства или дополнения, которые относились бы к сказуемому. Например, ночь, весна, весеннее утро, тишина, карантин. План разбора односоставного предложения. Определить тип односоставного предложения. Указать те грамматические признаки главного члена, которые позволяют отнести предложение именно к этому типу односоставных предложений. Образец разбора. В кухне зажгли огонь. Предложение односоставное, неопределенно личное. Сказуемое «зажгли» выражено глаголом во множественном числе прошедшего времени. Ласковым словом и камень растопишь. Предложение односоставное. По форме определенно личное. Сказуемое растопишь выражено глаголом во втором лице будущего времени. По значению обобщенно личное. Действие глагола сказуемого относится к любому действующему лицу. Тренировочные упражнения. Первое. Укажите, какие утверждения неверны. А. В односоставных предложениях грамматическая основа состоит из падежащего или сказуемого. Б. В определенно личных предложениях главный член предложения выражен глагольной формой первого или второго лица.
В. Безличными называются предложения, в которых отсутствует подлежащее. Г. Определенно личные и неопределенно личные предложения могут иметь обобщенное значение. Второе. Укажите односоставные предложения. А. В чужом доме не указывают. Б. Кругом все молчало. В. Встречайте трепетную весну, люди земли. Г. Синее небо Тоскистена. Д. Многим не терпелось кинуться в бой. Третье. Укажите вид односоставных предложений. А. Определенно личное. Б. Неопределенно личное. В. Безличное. Г. Обобщенно личное. Д. Назывное. Первое предложение. Тише едешь, дальше будешь. Второе. Весна. Дождливый день. Третье. Бабушке сегодня не здоровится. Четвертое. Давай прочитаю тебе стихи Абая. Пятое. В сельском хозяйстве заранее готовить технику задолго до посевной кампании. А теперь проверьте себя. В первом тренировочном упражнении правильный ответ В. Во втором А, В, Г, Д. В третьем первое Г, второе Д, третье В, четвертое А, пятое Б. Домашнее задание. Упражнение 159, страница 120 письменно. Спасибо за внимание. До следующего урока.